Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки сложная и звучит так. Роль и влияние третьих лиц на вашу жизнь и на вашу судьбу. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, назовите свое имя и задайте свой вопрос. Влияют ли какие-либо третьи лица на мою жизнь и на мою судьбу? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, кто что влияет, каким образом влияют и что с этим теперь можно сделать. Так. Ну, третьи лица вышли, их вышло очень много, вы сами видите. Понятно, что не у всех отыграется. Я буду вам рассказывать ситуации, да, тезисно буду вам говорить, а вы уже на свою жизнь примеряете, потому что не всем подойдут. Тут очень противоречивые даже вот есть предсказания, поэтому будьте внимательны. Смотрите, у кого-то прям ситуация фатовая сейчас происходит. Человек находится под жутким влиянием, причем влияние какое-то у кого-то вот прям прямое, да, а у кого-то опосредованное. То есть кто-то сейчас находится под властью тирана, по-другому не скажешь. Человека, который поработил, да, поработил, диктует свою волю, очень жесткий человек, человек, которого вы боитесь, непредсказуемый, да, может быть, может себя вести достаточно грубо, резко и агрессивно. Это может быть как и ваш партнер, настоящий, либо бывший. То есть, знаете, как вы, может, и расстались, но боитесь, да, боитесь, что этот человек опять может в вашу жизнь войти, что-то сделать нехорошее. Либо это может быть ситуация, что вы, больше как ситуация, может быть, какого-то треугольника, да, например, треугольник вы, мужчина и соперница. Причем соперница может быть как женщина, властная, такая, знаете, беспринципная, дерзкая такая, знаете, и безжалостная. Это может быть как, например, женщина, с которой вы делите мужчину, так и, например, мама. Запросто может быть. Либо дочь, да, если взрослый мужчина ваш, взрослая дочь тоже может быть. То есть здесь либо прямо страх идет, либо через кого-то, да, из-за кого-то идет. Мои дорогие, паук тут вниз на вас, да, плетет, видите, плетет, и здесь нужно, знаете, что вам делать? Вот у кого ваш мужчина, да, вы его боитесь, либо вы расстались, либо сейчас вы с ним вместе находитесь. Здесь нужно рубить, убегать, уходить, закрывать, блокировать. Может быть, вы в зависимой ситуации, может быть, все бывает, да, на содержании у этого человека находитесь. Может быть, отец у вас такой, либо мама у вас такая, да, вот прям жестко вас очень держит. И тут хочется сказать, что жизненные силы с вас пьют, понимаете? Здесь никакие ковришки, никакие деньжишки, никакие, я не знаю, там условия не должны вас сдерживать. Потому что человек вас просто выпьет рано или поздно. Я не хочу делать такие пророчества, но я вас просто предупреждаю, что такая возможность есть. Потому что, смотрите, вот он, этот паук, да, кто смотрит мои гадания, тот знает. Если паук у нас смотрит вверх, это очень хороший знак. А если смотрит вниз, как в вашем случае, это очень плохой знак. Причем, смотрите, вот вы жертва, уже тоненькая, худенькая, да, уже просто, да, вот как вас в кокон, да, этот паук замотал. И вот, смотрите, постоянно как будто бы бьет вас. Вот это мне не нравится. И я вам так скажу, бегите, рубите, я не знаю, там босая по снегу в лес, да, что угодно, лишь бы вот подальше от этого человека находиться. Здесь ничего хорошего не будет. Здесь
Ну, хочется сказать самообман, что вы там себя обманываете и думаете, да ничего, да успокоимся, как-нибудь там сложится. Не всегда что человек таким был, да, либо человеку нужно еще шансы давать. Нет, здесь нужно уходить, рубить, убегать. Если этот человек, это, ну, получается, да, разлучник, разлучница, да, ваш визави какой-то, здесь не вы пострадаете, а пострадает тот, кого вы делите. Понимаете? Причем пострадают очень сильно. Здесь будет крайняя степень какая-то, крайняя степень. У кого-то прям отыграется, ну, чуть ли не рукоприкладством, понимаете? Причем в самой худшей форме. Да, вот настолько вот эта ревность безумная, глупая, да, зальет глаза человеку гневом, да, что человек просто может, не дай бог, конечно, да, взяться и за какие-то предметы. Не дай бог, еще раз говорю. Что делать в этом случае? То же самое. Рубить, убегать. Да? Мужчину вы делите. Да скажите ему, там все равно, кто ты, что у тебя есть. Трусишки взял, и все, поехали, побежали, куда угодно. Там, хочешь там в деревню, хочешь там, не знаю, на край света. Только в таком случае. Потому что вам жизни не дадут. И пострадаете не вы уже в этом случае, а тот, кого вы любите, кого вы делите. Вот это вот очень неприятно. Кто сейчас в треугольнике находится, ну, мои дорогие, тут либо расходитесь, либо, ну, не знаю, забирайте этого человека себе, так как есть, потому что по-другому тут фатовая ситуация. Здесь сложности идут, здесь боль идет, здесь идут острые моменты, здесь стрелы летят в спину. Вот это мне не нравится. У кого-то магия отыграется жесткая, причем удар возьмет на себя этот человек, которого вы любите, а у кого-то действительно там, ну, извините, криминалом попахивает. Не дай бог, конечно, пусть это все в песке остается, но я должна вас предупредить. Я не могу игнорировать эти знаки. Я вас предупредила, вы знаете. Вот эта часть очень сложная, она именно сейчас, вот эта ситуация сейчас в развитии происходит. Да? Поэтому берегитесь, делайте правильные выводы. И, конечно же, не выжидайте, потому что ваш враг – это ожидание и время. Да? Нельзя терять время и нельзя сидеть и ожидать у моря погоды. Вот помните об этом. Вот ситуация достаточно тяжелая. Так, дальше идем. Здесь рабочие вопросы идут. Здесь кто-то не может никак то ли бизнес организовать, то ли боится сам организовывать, то ли какой-то, знаете, руки опустились, да, может быть, у человека. Вы знаете, вам нужен помощник. У вас очень сильная часть вот в плане там талантов, задумок, придумок, какие-то вот мысли гениальные у вас летают. Но вы слабенький человек как исполнитель. Может быть, для других, когда это в обяз, вы делаете. Тут у вас страх ошибаться, да, что я ошибусь, что я там что-то не так сделаю, неправильно скажу, неправильно напишу, не туда пойду. Вам вот не партнер может, кому-то партнер, а кому-то нужен исполнитель, да, что вы вот главный генератор, да, идей, генерируете постоянно что-то гениальное, а вам нужен тот, кто будет исполнять, кто возьмет на себя, как говорится, грязную работу. Вот подумайте об этом. Тем более такое впечатление, что такой человек у вас на примете есть. Но то ли вы этого человека побаиваетесь, то ли вам кажется, что человек не согласится. Согласится, все будет хорошо. Если вы боитесь закона, да, вот закон, правила и прочее, прочее. Здесь нет, вам не грозит от закона никаких неприятностей. Здесь больше, знаете, как больше ваши страхи вам блокаду делают. И еще момент, связанный с карьерным ростом, либо с работой. Здесь очень важно вам понимать, что скромность – это в вашем случае просто беда. Ваша скромность – это беда. Здесь нужно быть немножечко попроворливее, понаглее и вот прям говорить о том, что вы делаете, что вы умеете, на что вы способны, чего хотите. Если вы будете дальше так сидеть и, ну как, томными глазами смотреть на своего начальника, догадайся, милый, мол, сам,
что мне нужно повышение, что я хороший сотрудник, что хочу зарплату повыше. Не догадается, принципиально не догадается. Потому что ваш начальник-то все видит и про вас все знает, и что вы человек очень хороший, и что работать вы умеете хорошо. Побаивается вас, побаивается, что конкуренцию можете составить. А вот это вот, да, такие мысли есть у вашего начальника. Но ваш начальник тоже не такой, знаете, прям лихой человек. Здесь, если, как говорится, взять его за одно место, да, то никуда он не денется. Признает вашу правду и повышенница вам даст, и денежки больше будет платить. То есть здесь улучшения пойдут. Еще момент. Опять же таки, да, скромность и неумение за себя постоять. Это то, что позволяет другим людям, может быть, у вас что-то заимствовать, подворовывать, что-то себе там перечислять, да, ваше. Также может позволять людям думать о вас, что вы, ну, такой слабенький человек, да, бесхребетный, что можно что угодно там сделать, и вы в обиде не останетесь. У вас всегда на любом рабочем месте будут такие люди, которые, ну, скажем так, будут у вас что-то ваше брать. Вот пока вы не научитесь громкому командному голосу и не выучите пару каких-нибудь громких словечек, да, вот таких матершинных словечек, которыми вы бы этих людей периодически угощали. Тогда бы все это поменялось. Так, еще важный момент по поводу третьих лиц. Завистник есть, либо завистница, либо завистник. Человек очень близко к вам находится. Вот прям руку протяни, да, из этого человека возьмешься. Это может быть кто-то из друзей, родственники, соседи. Человек очень близко. Человек, на него никогда не подумаешь. Наоборот, человек внешне выглядит более благополучно, чем вы. Вот как-то так идет. А этот человек, значит, он завидует чему? Всему. Вот все, что есть, там, ваш дом, даже если вы живете там в маленькой каморке, а этот человек во дворце, все равно завидует вашему дому. Кажется, что там как-то у вас атмосфернее, что ли, там воздух чище. Завидуют вашей семье, завидуют там деткам, вашему внешнему виду, вашей, там, не знаю, там буквально, да, там вашим мыслям, да, может завидовать, что вот, ой, какая она умная, а я вот не придумала, либо я там не знаю, что можно так делать. То есть абсолютно всему завидуют. Вот эта зависть, она уже патологическая у этого человека. Почему так произошло? Ну, там, конечно, отдельно нужно смотреть и разбираться, у нас это не тема, но будьте аккуратны, потому что вот из-за этой зависти этот человек может вам иногда, может быть, наоборот что-то говорить, да, что-то более там, хорошее скрывать, вредоносное преподносить, как будто бы это благо, либо там, ну, там буквально, да, пошли вы с подругой в магазин, меряете вы там платье, да, какое-нибудь красивое, спрашиваете, как? А она смотрит, что вам просто идеально. Говорит, да нет, что это там полнит, это старит, это то и все. Не надо, не твой вариант. Вы, значит, это платье снимаете, она тут же там бежит его себе покупает. На ней оно может быть там как на сосиске выглядит, но она такая думает, что нет. Образ же ваш остался, да, в подсознании, что нет, мне тоже хорошо в этом платье. То есть здесь могут быть вот какие-то вредоносные вещи со стороны вот этой женщины либо мужчины, вот кто меня смотрит. Еще момент может быть, да, что вы, например, просите о помощи какой-то, и она говорит, да, я помогу, я там сделаю, там, например, нужно с ребенком посидеть, я приду. И вы уже ждете, вам нужно выходить, вы уже опаздываете, а она вам вдруг звонит, говорит, ой, а я там заболела, да, либо что-то, знаете, как специально может такое делать. Здесь тоже однозначно нужно рубить, ставить точку, не нужен вам такой друг, не нужна вам такая подруга, пусть идут куда дальше, да, другим завидуют. У людей какая-то патология, понимаете, патология вот психическая уже развивается. Люди крайне нестабильные, ненадежные и, может быть, даже и опасные в каких-то местах. Поэтому подумайте несколько раз. Так, и еще момент, особенно для девушек, женщин, которые особо такие, знаете, вот не допускают к себе мужчин, да, вот, но это не гордость, это скорее порядочность, да, целомудренные, вот, целомудренные девочки. Но вы за себя знаете, какие вы. Я вижу, что у вас постоянно под ногами крутятся какие-то мужички такие вот непорядочные, да, то ли пьющие, то ли гулящие.
И вы для них как будто бы вот, ну, красная тряпочка для бычков, да. Почему так происходит? Ну, потому что вы слишком светлая, потому что вы слишком добрая, потому что вы слишком, ну, чистая для них, да, а вот их прям бесит, хочется вот прям залапать, да, запачкать что-то вот такое плохое с вами сделать. Не все мужчины одинаковые, нет. А у вас просто период такой, когда вы, вот у вас как две беды, да, и повышенная скромность, и повышенная целомудренность, они вот как-то вместе соединились, да, какой-то симбиоз получился очень такой интересный. И вот особенно такие с грязными мыслями мужики на вас вот сейчас западают и к вам цепляются. Это время пройдет. Вы немножечко вот сейчас поживете так, да, выбесят вас все эти типа ухажеры, и вы по-другому будете себя и вести, и проявлять, и тогда все у вас наладится. Это временная ситуация. Потерпите. Ну или, не знаю, там сразу уже, не знаю, там их посылайте куда подальше, не дожидаясь харассмента. Вот кто-то у меня может прямо от этого харассмента, кстати, пострадать, девочки, на работе особенно, да, вот с начальником. Ну, воздержитесь, ну, почему надо воздержаться? Потому что этот начальник, он какой-то шкурный человек, и он больше думает за себя, за свою выгоду, за свое удовольствие, за свое будущее. То есть даже если он свободный, все равно он, ну, скажем так, ничего вам не даст. Вот, казалось бы, ничего не мешает, а он такой раз думает: о, а если кто-то узнает о нашем романе, а если кто-то там что-то там вышестоящим доложит, да, меня, может быть, уволят, погонят, какой-то такой момент происходит. Поэтому навряд ли. И я вам не рекомендую, потому что человек вот за свою вот эту шкурку, да, боясь ее попортить, он может даже и вас, не дай бог, конечно, там уволить, да, чтобы вы там случайно не опорочили его там честь и достоинство, да, что типа связь с вами была. Вот этого берегитесь. Но а у кого-то наоборот отыграется. Мужчина может ради любви к женщине, ну да, любви, может потерять все. То есть человек может лишиться и семьи, если он, например, не свободен, может лишиться всех своих денег и может лишиться своей должности, своей карьеры. То есть кто-то вам сердце может разбить, да, но это опять же таки на работе именно с начальниками, тем, кто выше вас. Либо вы кому-то разобьете вот так вот сердце. Вот берегитесь. Лучше не надо вот этих связей. По крайней мере, на ближайшее время. Воздержитесь, и вам будет спокойнее. Ну и, соответственно, даст Бог, дальше все будет хорошо. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.